начали вроде как бы хорошо, играли неплохо. Вот. Потом пропустили первую шайбу. Она нисколько нас не выбила из колеи, продолжали гнуть свою линию. Сравняли, забили в большинстве. Ну а потом фактор невезения какой-то. Большинство было у нас, как бы, у нас пока большинство хромает. Вот наладим игру в большинстве. Думаю, все, результат придет. Обязательно будет. Немножко потянем игру в большинстве, еще раз повторю. И все будет нормально. Во втором периоде ЦСКА заметно насел на ворота Акбарса. Армейцы прижали казанцев, в общем-то, к воротам, и гол выглядел нелогично. Как ты думаешь, если бы не эта ошибка на синей линии, были ли шансы у ЦСКА этот матч, как и предыдущие 2-0 сыграть? Ну, на 0 бы не знаю точно, не могу ответить, но мне кажется, могли бы выиграть. Каждая шайба такая получилась нелепой, как бы, можно сказать, играли до гола. Там на синей линии как бы оставили игрока, я думаю, если не было гола, игра бы сложилась по-другому. Ну что, это жизнь, без ошибок. Ни один человек не обойдется, так что все ошибаются, все мы люди, будем работать над ошибками. Стив Уоликет сегодня постановил новый рекорд клуба по количеству сухих минут подряд, новый рекорд в новейшей истории клуба. Он считает, что заслуга всей команды, он каждый матч отмечает и нападение, и защиту за игру в обороне. Может что-нибудь хорошее сказать своему вратарю? Да, Стив красавец, конечно, сегодня не помогли ему, сегодня, как бы, можно было сыграть получше, в воронке, через нападение помочь. Вот, а так, хороший вратарь, чем он уже доказал предыдущие две игры. Но, если я не ошибаюсь, 65 бросков было за предыдущую игру, 65-67. Вот, и сегодня просто и шайбы нельзя винить его. Я считаю, что потрясающий вратарь. Через 2 дня у ЦСКА матч с нефтехимиком. Нужно будет взять реванш перед болельщиками. Реабилитироваться, конечно, перед болельщиками. На своей публике играем, как бы, и опять 4-1 проиграли. Первый матч 5 пропустили, сегодня 4. Нельзя так пропускать так много шайб. Я думаю, настроимся только на победу, и должна быть победа у нас, только победа.